Они выглядят так же, как мы, но в то же время от нас отличаются. Одни превосходят нас в интеллекте, другие обладают недюжинной силой. Зрение третьих острее, а слух тоньше, чем у большинства из нас. Но какова природа удивительных способностей человека? Все ли они являются врожденными? Или при желании их может развить в себе каждый? Они называют себя полиглотами. Уверяют, что свободно могут говорить на нескольких иностранных языках. Они пришли к нам, чтобы доказать силу своих способностей. И ради этого участники готовы пройти через все задания, которые подготовили для них наши эксперты. Интервью или пытка? Получится ли у Артема Назарова ответить на все вопросы наших иностранных гостей, безошибочно переключаясь с одного языка на другой? На 4 я бы сказал, я выступил, да. Испытание наукой. Сможет ли Жулдызай Форд точно перевести, а затем и пересказать на разных языках мира суть 7 научных открытий? Это начало новой космической эры? Возможно, так. Секундное дело. Удастся ли Амиру Ардабаеву за короткое время назвать на разных иностранных языках 300 объектов, изображенных на картинках? Это очень сложное испытание на самом деле, и сейчас будет еще сложнее. Чьи способности смогут по-настоящему удивить экспертов? Все ли участники выдержат языковой прессинг? И, наконец, кого из них признают сильнейшим полиглотом проекта «Сверхспособности»? Узнаем совсем скоро. Как вы думаете, сколько иностранных языков нужно знать, чтобы по праву называть себя полиглотом? Вы удивитесь, но единого мнения по этому вопросу в науке не существует. Одни ученые считают, что 5-6 языков – минимум, другие, что не меньше 11. А некоторые исследователи и вовсе убеждены, что знать 5, 10 и более языков на том же уровне, что и свой родной, не способен вообще никто. Возможно, поэтому феномен полиглотов до сих пор остается научной загадкой. Ведь всерьез таких людей еще никто не изучал. Это слишком сложная задача. И все же на сегодняшний день есть общее представление о том, что полиглоты — это, безусловно, люди одаренные, обладающие, как правило, высоким интеллектом. Считается, что они должны владеть по меньшей мере 6 разными языками и быстро усваивать новые. Уметь бегло читать, хорошо и безошибочно говорить и, главное, легко переключаться с языка на язык во время беседы. Герои нашей программы уверены, что обладают всеми вышеперечисленными качествами. Каждый из них считает себя полиглотом. Но что по этому поводу думает наше экспертное жюри? Знакомьтесь. Дмитрий Петров. Известный в России переводчик-синхронист и полиглот. В разной степени владеет 30 языками, на 50 может читать. Создатель обучающих языковых методик. Александр Пиперский, кандидат филологических наук, лингвист-германист и популяризатор науки. Мария Худякова, лингвист, младший научный сотрудник единственной в России лаборатории нейролингвистики в Высшей школе экономики. Прямо сейчас мы узнаем, какие испытания подготовили эксперты для нашей первой участницы. Меня зовут Жулдызай Форд, мне 49 лет, я из Казахстана. И до 8 лет я была монолингвом, я владела только казахским языком, это мой родной язык. Затем родители меня решили отдать все же в русскую школу, хотя я ни слова не знала по-русски, но я справилась с этим. Вторым иностранным языком для нее стал английский. За его изучение Жулдызай всерьез взялась в 25 лет. И уже через 3-4 месяца она успешно прошла собеседование на английском языке в Международную ассоциацию «Врачи без границ». В ее послужном списке были и другие иностранные организации.
За годы работы в многонациональной среде Жулдызай успешно освоила немецкий, французский, итальянский, испанский, турецкий, греческий и шведский и продолжает изучать новые языки. Я мечтаю говорить бегло на минимум 14 языках. Это моя мечта. Я надеюсь, что когда-нибудь это сбудется. На данный момент я в разной степени владею 10 языками. Но, опять же, подчеркиваю, разной степени. Сегодня мы решили предложить вам такое задание. Вам будет предложено прочитать 7 коротких текстов, каждый из которых содержит информацию о научном открытии, которое было сделано в 2017 году. Причем каждый из этих текстов написан на одном из языков, которые, как вы утверждаете, вы знаете. Для первого испытания из 10 иностранных языков Жулдызай ученые выбрали 7. Таким образом, новости о достижениях в мире науки за 2017 год будут представлены на английском, турецком, греческом, немецком, испанском, французском и итальянском. Задача Жулдызай – ознакомиться про себя с каждым текстом, а затем пересказать экспертам суть каждого открытия на русском языке. Пожалуйста. Так, это водород, hydrogen, металлический водород, был получен первый раз в условиях, натуральных условиях, natural conditions. Это вещество найдено внутри гигантских газов и звезд. Обратите внимание, на экране мы размещаем русский перевод каждого открытия, чтобы все зрители, даже не владеющие языками, могли следить за тем, как Жулдызай справляется с заданием. Новое вещество имеет свойство сверхпроводимости. Использование металлического водорода делает возможным существенно улучшить современные компьютерные технологии. Замечательно. Продолжаем. Да. (30 Mart'ta Falcon 9 taşıyıcısının ilk roket grubu başarılı bir şekilde uzaya gönderildi ve dünyaya geri döndü. 30 марта Falcon 9. Видимо, это ракета, которая грузовая ракета, группа, да, в этой грузовой ракеты поднялась вверх и вернулась обратно на Землю. Так, это это начало новой космической эры. Ну, тут кратко можно сказать, что появилась возможность перевозить, транспортировать грузы. Возможно, так, скорее всего. Итак, продолжим. Да. Это на греческом. Это самый последний мой язык, самый трудный. Ой, не могу прочесть, забыла. Нее априли и επισμόνες έχουν βρει τον καλύτερο планете, я не прочитаю вот это сейчас, έχει атмосфера και δεν έχει. 19 апреля было получено, какие-то сигналы на Землю были получены с атмосферы, и на этой планете, возможно, есть жизнь. Зои – это Земля. Ну, какие-то фотоны, световые волны апотеи на Землю. Греческий язык Жулдызай начала изучать всего полгода назад. Неудивительно, что перевод новости об открытии пригодной для жизни планеты дается ей с трудом.
Тексты на немецком, французском и итальянском языках Жулде Зайфорт перевела быстро и довольно точно. Впрочем, новость об изобретении мощнейшего квантового компьютера на испанском языке также не стала для полиглота из Казахстана проблемой. Омбре. 8 июля была презентована самый мощный компьютер, квантовый компьютер, Elmas Compleja Система. Самая сложная информационная система, когда-либо была изобретенная человеком. Ожидается, что использование этого компьютера, вычислительной техники, позволит создать новые медикаменты, лекарства и позволит считать молекулы, соответствующие молекулы и создавать новые лекарственные средства. Что ж, навыки перевода и чтения научных текстов Жулде Зайфорт продемонстрировала. Сейчас мы узнаем, насколько легко она сможет поддержать диалог о науке, конечно же, на разных иностранных языках. So you just read several texts about the advances of modern science. Which one do you personally find the most fascinating? I have found that the most fascinating one is the text about the modification of genes, because I think it's very important. So that means in the future we can just eliminate the pathology genes and can let the embryos to be healthy, to be born as a healthy baby. När du läste de här nyheterna hörde jag många räkneord på svenska. På grund av detta vill jag fråga dig på svenska. Vilken vetenskap tycker du egentligen mest om? Mest. Jag gillar om text de modifikation de gen. Jag tänker är important. It's better if you speak other language, I think. Okay, I just wanted to ask you which science do you like most? Science in general. Linguistic. No, I'm joking. For me, I think the most important for me personally is psychology. Und auf welche Weise haben Sie alle diese Sprachen studiert? Auf welche Weise haben Sie das gemacht? Ich habe gefunden meine eigene Weise. Ich benutze Internet am meisten und ich finde Freunde per Facebook und ich quatsche mit den Freunden per Skype. Ну что ж, Жулде Зай, спасибо. Я думаю, что для нас всех это было информативное испытание. И спасибо вам большое. И вам большое спасибо. С одной стороны, Жулде Зай выполнила все задания. С другой, мы увидели, что перевод с турецкого и греческого был не очень точным. А от беседы на шведском языке героиня и вовсе предпочла отказаться. Позже мы узнаем, как ученые оценили выступление Жулде Зайфорт. Всем привет, меня зовут Амир Урдабаев, я из города Алма-Ата, мне 28 лет, и свой первый иностранный язык я начал изучать в 6 лет. Это был английский язык, потому что он был обязательным предметом в школе, но я к нему не относился с должной серьезностью, и действительно за него нормально я взялся, когда мне исполнилось лет в 16, я очень хотел понимать песни моей любимой группы, я очень хотел понимать, о чем поет Металлика.
Цель была довольно быстро достигнута, но Амир так увлекся языком, что уже не мог остановиться. В итоге он овладел английским на очень высоком уровне. И после школы он без труда прошел вступительные экзамены в один из университетов Канады. За 4 года обучения за рубежом Амир изучил еще несколько иностранных языков. Сегодня полиглот Ардабаев работает переводчиком, владеет 9 иностранными языками и не собирается на этом останавливаться. Английский, французский, испанский, итальянский и немецкий. Это языки, которые у меня на хорошем уровне. Есть языки, на которых я могу поговорить на такие простые бытовые темы. Это турецкий, португальский. Ну и совсем на таком, на обывательском уровне, это китайский, мандарин, пекинское наречие. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Амир. Здравствуйте. Но задача и основная проблема билингвов во многом не только говорить на нескольких языках, но еще и быстро переключаться между ними. И мы хотим в нашем эксперименте проверить именно это умение ваше. Вам не нужно говорить предложения, тексты, вам нужно просто называть картинки. Казалось бы, что может быть проще? Особенно для полиглота и переводчика Амира Ардабаева. Но на деле это задание будет сложнее, чем кажется. Во-первых, картинки на мониторе будут появляться автоматически, с заданным интервалом в 1,5 секунды. Во-вторых, называть изображенные объекты Амир должен будет на том языке, который будет указан под картинкой. В первой разминочной части испытания будут использованы всего 2 языка – французский и испанский. Поехали. La maison. Chico. La rue. Castillo. Perro. Le café. La luna. Une oreille. La caja. La boîte. Un avion. Une fantôme, gâteau, l'oiseau, le gâteau, pantalones. Все 3 экспертов фиксируют правильные и неправильные ответы Амира, чтобы в конце испытания сделать максимально объективный подсчет. Сейчас. Автобус, la ceinturon, triangle. Это очень сложное испытание на самом деле, и сейчас будет еще сложнее, потому что будет 7 языков. Если вы готовы, Сейчас, чуть-чуть. Сейчас, 5 да, секунд. можно передохнуть. Поехали. A book. Das Herz. La mano. Дальше. La bocca. An island. La pharmacie. Die Sonne. Яблоко. Во второй части испытания скорость смены изображения остается прежней, 1,5 секунды. Но теперь Амиру придется в случайном порядке переключаться на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский и казахский. Несмотря на то, что все эти языки Амир считает своими самыми сильными, задача остается очень сложной. Il calciatore. Die Kerze. La roba. A wallet. La faccia, die Nase, a tree, кровать, a laboratory, español, tigre, кос, часы, да, все, конец второй части. Как ощущите? Чуть потяжелее. Ну, английский и русский спасали даже. Тут даже, я когда вижу английский, было такое даже облегчение. Ну, или когда английский или русский. На самом деле это отнимает очень много когнитивных ресурсов, именно переключение между языками, так что это действительно очень-очень сложно. Объективно. Вы готовы?
Так, третьим этапом. Сейчас, 5 секунд, сейчас подышу. Тут будет все то же самое, только быстрее То или же, еще больше то же языки? самое, только быстрее. Еще быстрее. Сейчас. В заключительной части испытания скорость смены изображений будет составлять уже 1,1 секунды или 1100 миллисекунд. Поверьте, это очень быстро. Готов. Поехали. Drums. Змея. Коридорио. Кос. Льсасисон. Амир должен практически мгновенно успевать Кейдж. распознавать изображения, а порой на экране предстают неоднозначные образы, успевать прочитать подпись и, наконец, сделать адекватный перевод. La carne. Trabajador. An ice cream. Das Maus. Планета. A bag. Лимон. Цитрон. Жираф. Ein Stapler. Rucksack. Поднос. Конец. Это было все испытание. Спасибо. Чтобы узнать результат Амира, необходимо подсчитать количество правильных и неправильных ответов, которые фиксировали наши эксперты. Это займет время. Ведь в испытании было задействовано 300 слов. К тому же, необходимо детально проанализировать и решить, насколько ответы Амира корректны. Например, когда розу, изображенную на картинке, он назвал цветком. Сейчас узнаем. Коллеги, мы пришли к финальному решению, посчитали все наши баллы, и оказалось, что Амир смог назвать 151 картинку, что даже больше, чем 50%. Из 300. На самом деле, хотя первый этап был самый простой, но Амир справился с ним даже чуть хуже, чем со вторым этапом. Когда на втором этапе он уже привык к заданию, он смог назвать правильно 75 картинок из 125, то есть 60%. Очевидно, потребовалось какое-то время, чтобы он настроился, вошел в ритм. Конечно. А с другой стороны, последний этап был действительно самым сложным. В какой-то момент было видно, что Амир устал и, возможно, даже перестал называть картинки, потому что это стало слишком сложно. Но мои ожидания были даже хуже. Мне казалось, что это очень сложная задача, и такой результат мне действительно кажется очень потрясающим. Да, и мне кажется, что Амир очень умело отвечал на эти вопросы, применяя разные полезные стратегии, которые пригодятся в ситуации цейтнота. Да? Например, когда перед ним появлялась акула, он говорил «рыба», и это действительно, видимо, самое правильное решение. Не вспоминать То есть обобщающее значение. Говорить обобщающие слова вместо каких-то конкретных видовых названий. И, разумеется, мы все это засчитывали как правильный ответ. Естественно. Но мне кажется, что это, конечно, задание, которое тестирует только одну функцию, номинативную функцию языка, и хорошо проверить то, как он говорит и коммуницирует на некоторых из этих языках. Да. Ну, я могу попробовать поговорить с ним по-немецки. Он, кажется, довольно неплохо называл немецкие слова в эксперименте. Я могу взять на себя итальянский. Отлично, мне Достаточно кажется. разные языки. Мне кажется, это отличное решение. Давайте пригласим Амира. Hallo, sprechen Sie Deutsch? Ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen Deutsch kann. Wie heißen Sie? Ich heiße Amir. Wie lange haben Sie Deutsch studiert? Ja, ich habe ganz allein seit ungefähr 5, 6 Jahren Deutsch gelernt. Und jetzt bin ich froh, dass ich die Fernsehprogramme schätzen kann und auch mit den Deutschen ein bisschen unterhalten. Großartig. Ja, danke schön. Senti, tu hai viaggiato molto in Italia? Dove sei stato? In Italia ancora non conosco il bel paese, ma sono stato 3 volte in Spagna, infatti. E in italiano leggi qualcosa? Ti piace Sì, mi piace. qualche scrittore, no? Beh, di tanto in tanto cerco di passare, diciamo, uno spazietto di tempo per leggere le notizie e anche ogni tanto mi piace guardare le interviste, soprattutto con i giocatori e anche con gli attori e cose del genere. Benissimo. Grazie. Что ж, похоже, и с этим заданием Амир справился. Переходим к нашему следующему участнику. Меня
Меня зовут Артем Назаров, я из города Новосибирска, мне 23 года. Артем знает 6 иностранных языков. Это меньше, чем другие участники программы. Однако, в отличие от своих соперников, итальянский, французский, английский, испанский, португальский и немецкий языки Артем выучил за последние 4 года. Все началось с итальянского, который он самостоятельно освоил за 10 месяцев. Затем Артем взялся за французский. Ну и затем, также после 10 месяцев, я начал изучать испанский, затем португальский, немецкий и греческий. Немецкий и греческий я до сих пор еще изучаю. Ну, то есть весь период изучения этих языков занял у меня где-то 4 года. И можно сказать, что свободно я говорю на 5 языках. Это английский, французский, испанский, итальянский, португальский. И менее свободно говорю на греческом и немецком. История полиглота Артема Назарова удивила экспертов. За 4 года 6 языков. Это серьезное достижение. Но только в том случае, если языки действительно освоены на должном уровне. Собственно, это мы сейчас и проверим. Здравствуйте, меня зовут Артем Назаров. Здравствуй, Артем. А у нас сегодня в гостях замечательная компания. Здравствуйте всем, привет. Я не знаю, о чем они тебя будут спрашивать, но тебе придется ответить на все их вопросы. Хорошо, я постараюсь. Artyom, ¿qué lugares de interés nos recomiendas visitar? Bueno, lo que yo recomiendo siempre cuando la gente viene a Novosibirsk es, antes que nada, zoológico, porque en mi ciudad es un zoológico que se encuentra propio en el bosque, o sea, cerca del bosque, y es muy bonito. Además de eso, yo recomiendo el parque acuático. Artyom, is it cold in Novosibirsk? Is there a lot of snow? Well, if we're talking about the winter time, of course it's very cold. It's about minus 20, but sometimes it's even minus 35, minus 40. When it's summertime, it's pretty much okay. It's 20 degrees, but I think Novosibirsk is the best place to understand what is really Siberia. So. На майке каждого иностранного гостя написан язык, который он представляет. Но это не значит, что Артему легко. На самом деле он понятия не имеет о том, в каком порядке иностранцы будут и дальше задавать ему вопросы. Это знают только эксперты. Artyom, em Novosibirsk há muitos parques. Quantos parques em geral há ali em Novosibirsk? E qual dos parques você gosta mais e gosta de passar o seu tempo livre lá? Então, os parques de Novosibirsk não são muito grandes. Eu acho que tem 5 mais importantes, mas, como eu digo, disso não são muito grandes e estão situados no centro, os dois. Depois tem um cerca da minha casa. Depois, na outra parte da cidade. Ta ville est plutôt grande, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des bouchons? Bien sûr, il y en a des bouchons parce que, comme tu viens de dire, c'est une grande ville. Mais si on compare ça avec Moscou, ça n'a rien à voir. Et ce que je fais pour éviter des bouchons, c'est d'utiliser le métro. И еще небольшой нюанс. Все наши иностранные гости не просто туристы, они преподаватели языка, работающие в России. И у них есть свое задание – внимательно слушать Артема, чтобы потом высказать свое мнение о способностях нашего участника. Ich würde gerne wissen, wie alt deine Stadt ist und wie viele Menschen dort eigentlich leben. In meiner Stadt es ist 1.500 Einwohner und das ist drittgrößte Stadt in Russland. Und, aber das ist eine Industriestadt und es gibt nicht viel zu tun und es ist eine junge Stadt, so 124 Jahre alt. Ciao Artyom. Ciao. Passi molto tempo all'aria aperta? Come?
Passi molto tempo all'aria aperta? L'aria aperta, sempre lo faccio durante l'estate, ma come puoi immaginare durante l'inverno io sempre dico inverno in italiano è simile a inferno e per me è quasi lo stesso perché io amo quando fa sole, fa caldo e sì, quando c'è tempo che permette di farlo, io sempre approfitto di questo tempo e lo faccio. За время своего испытания Артем Назаров ответил на 12 вопросов иностранцев, которые, в свою очередь, с особым пристрастием расспрашивали о родном городе Артема – Новосибирске. Пришла пора узнать, как же наши гости оценили языковые способности русского полиглота. J'ai évalué le français d'Atrium. Je suis vraiment très impressionnée et très surprise pour une personne de 23 ans. C'est vraiment agréable de voir que le français peut plaire et même son accent n'est pas prononcé. Il se débrouille vraiment très bien. Je suis impressionnée, bravo à lui. Естественно, как преподаватель этого языка я могу сказать, что были небольшие грамматические и лексические ошибки, но, тем не менее, я очень ценю способность иностранного человека, в общем, свободно и бегло общаться и отвечать на любые вопросы. Это самое главное для меня. Artyom exhibited a very, very high level of fluency in English. I was very impressed with his articulation, his expression, the accent, almost without an accent. He could easily have been passed for an American. I was very, very happy with his performance here. Однако далеко не все гости были готовы раздавать комплименты. Немецкий Артема, к сожалению, не очень. Очень заметно, что влияние английского, что ему практики не хватает. Все было понятно, но требует улучшения. Итого, по результатам опроса 6 носителей языка Артем получил всего одну неудовлетворительную оценку. Сейчас узнаем, что о выступлении полиглота из Новосибирска думает наша экспертная жюри. Артем, скажите, пожалуйста, как бы вы оценили свою сегодняшнюю беседу? На каком языке вам было проще всего говорить, на каком языке сложнее всего, что вам больше всего понравилось в своих выступлениях? Я думаю, что я выступил неплохо, мог бы лучше, конечно, но учитывая мой уровень немецкого, в принципе, я ответил что-то человеку, это уже неплохо. Так что я думаю, на 4 я бы сказал, я выступил, да. А как вы сами оцените, какой язык у вас самый сильный и получилось ли проявить это сегодня? Самый сильный французский однозначно проявить не совсем получилось, потому что мало времени было, потому что сложно понять, вообще оценить уровень владения языком за небольшой промежуток времени. Но в целом я думаю, что более-менее неплохо на нем ответил. Вот есть уже, по крайней мере, чего я был свидетелем, полдюжины языков, на которых ты достаточно свободно общаешься. И надо сказать, что ведь это была не группа профессиональных дикторов. Эти люди не делали никаких скидок. Они говорили так, как они говорят в реальной жизни на своем родном языке. И хотя бы то, что ты с ними вступил в контакт, это уже дорого стоит. Я думаю, все только начинается. Удачи. Спасибо. Что ж, мы увидели выступление всех 3 участников. Теперь эксперты должны решить, кто из них достоин звания сильнейшего. Это, несомненно, были 3 человека, владеющие целым рядом языков. Жулдызай явно неплохо понимает технические тексты. Причем, вы помните, в этом испытании были взяты тексты из очень разных сфер науки, разные технологии, и тем не менее в очень разной степени, но она как-то ухватила общие такие основные мысли. Ну и мы, в принципе, слышали, как каждый из них поддерживает беседу на иностранных языках. Мы слышали немножко и Амира, мы слышали много Артема и Артем немного Жулдызай. На меня произвел такое впечатление тем, что он не просто переходил с языка на язык, он всем своим видом показывал. В нем менялись жесты, мимика, когда он общался. Он, тем более, благо у нас были собеседники из носителей этих языков. В общем, это так достаточно
Впечатлило. Ну да, ну и видно, что у него совершенно отсутствует языковой барьер, то есть он спокойно начинает говорить на иностранном языке, даже не смущаясь того, что иногда, может быть, и сделает ошибку. А Мир, наоборот, говорит очень профессионально, и по-итальянски, и по-немецки, да, то есть чувствуется профессионализм. Ну да, еще, конечно, в Артеме поразительно то, что он так быстро выучил эти языки. Мне кажется, что тут, конечно, очень сложно сделать выбор, отчасти из-за того, что были разные задания. Ну, а Жолдызай, конечно, видно, что она очень опытная, но все-таки мне кажется, что она немножко проигрывает двум другим участникам. Ну, она и держалась явно менее уверенно, то есть мне кажется, что на их фоне она смотрелась чуть проигрышно. Так что получается, что у нас есть два участника из трех, которые явно стоят выше третьего. Но что теперь с этим делать? Конечно, хотелось бы проверить все еще в одном испытании, но которое было бы одинаковое для обоих. В принципе, это было бы как раз проявлением хорошего научного подхода, если мы поставим участников эксперимента в одинаковые условия и посмотрим, что с ними будет происходить, когда им будет дано одно и то же задание. Я думаю, это будет наиболее объективно. Итак, вопреки правилам нашей программы, сразу два участника выходят в финал. Посмотрим, удастся ли определить сильнейшего полиглота в рамках дополнительного испытания. Под руководством лингвиста Марии Худяковой Амир Ордабаев и Артем Назаров пройдут через целую серию тестов, в каждом из которых мы посчитаем количество правильных ответов. Кто из участников наберет большее число баллов, тот и станет сильнейшим полиглотом нашей программы. На самом деле мы подготовили эксперимент, который даже не оценивает их уровень владения теми языками, на которых они разговаривают, а скорее общую способность вычленять закономерности, которая помогает изучать языки. Предполагается, что эта способность, как правило, и помогает людям быстрее их усваивать. Такую гипотезу ученые сформулировали на основании наблюдений за маленькими детьми. Каждый ребенок, достигнув года, слушает, какие сочетания слов и звуков встречаются в его окружении часто, а какие нет. Те, которые дети слышат часто, автоматически воспринимаются ими как верные грамматические конструкции. Когда мы вырастаем, это умение никуда не пропадает, просто у кого-то оно развивается чуть лучше, а у кого-то чуть хуже. Поэтому мы решили проверить, а как же обстоит у наших героев со статистическим обучением. То есть мы будем учить их некоторым очень простым искусственным языкам, которых действительно не существует, но при этом не будем объяснять правила. То есть герои будут просто читать некоторый набор предложений или слышать какую-то звуковую запись, и у них не будет возможности записать правила на бумажке и подумать и сформулировать правила. Нужно будет прочувствовать эти правила и научиться им просто через осознание этих статистических закономерностей. Задание непростое. Ведь, по сути, Амиру и Артему нужно будет освоить искусственные языки, полагаясь лишь на свою интуицию. При этом в их распоряжении будет всего несколько часов. Сейчас мы начнем первый из наших тестов, и в нем вы будете слушать текст на несуществующем марсианском языке. Этот язык очень маленький, в нем всего 18 слогов, и из них можно составить всего 12 слов, которые существуют. А сейчас вам будет предложено послушать запись, монолог на этом языке. А дальше у вас будут появляться на компьютере слова, которые вы тоже будете слышать. И вам нужно, соответственно, нажать одну из двух кнопок. Либо это слово существует в марсианском языке, либо нет. Удачи! Спасибо. Муриса бунаги муриса росе но пасе. Марсианский язык не напоминает ни один из существующих языков в мире. В этом-то и трудность. Ведь ни Амир, ни Артем не могут апеллировать к своему языковому опыту, чтобы попытаться понять и систематизировать новый язык. Все, что остается нашим полиглотам, внимательно слушать и пытаться уловить хоть какие-то закономерности. Ну как, успехи?
Ну, я надеюсь, неплохой результат, но местами было непросто. Как вам марсианский язык? Не хватает эмоций, но в целом интересно. Вы готовы познакомиться с еще 2 языками? На этот раз вам придется их читать. Да. Значит, сейчас ваше задание будет такое. Вы будете в спокойном темпе читать некоторое количество предложений. В одном эксперименте это 63 предложения, в другом эксперименте 72. Вы читаете в свободном темпе. Можно не стараться слишком сильно запоминать все предложения, потому что они построены по определенным законам. И мы надеемся, что просто путем чтения этих предложений вы сможете уловить закономерности, которые позволят вам потом отличить правильные предложения на этом языке от неправильных. Вы готовы начать? Готов. Готов. Удачи! Спасибо. Во второй и третьей части эксперимента нашим полиглотам придется изучить не менее экзотичные языки – плутонианский и сатурнианский. Они также не имеют аналогов в мире. На изучение каждого языка героям отведено около 30 минут. Затем им полагается небольшой отдых и финальный раунд. Напомним, главная задача Амира и Артема – постараться уловить грамматические закономерности в обоих искусственных языках и по возможности безошибочно выполнить проверочный тест. Спустя 1,5 часа наши герои завершают последние испытания. Пришла пора узнать, кто из наших полиглотов лучше справился с этим непростым заданием и действительно усвоил сразу 3 новых языка. Мы посмотрели на ваши результаты по всем 3 заданиям сразу. И здесь высший результат у Амира. С другой стороны, если сравнивать ваши результаты с тем, что нашли ученые, которые проводили подобные тесты в популяции обычных людей, не полиглотов, на самом деле ваши результаты не сильно отличаются от среднего по группе обычных людей. Так что, к сожалению, мы здесь не приблизились полностью к объяснению вашего феномена. С другой стороны, это значит, что у вас есть какие-то другие способности, которые мы, конечно же, не можем проверить за 1 день в студии. Возможно, это мотивация, сила воли, это может быть хорошая память, это может быть высокий интеллект. Все это мы не проверяли. И все это отдельные когнитивные способности, которые не всегда коррелируют с умением вот этим вычленять статистические закономерности. И хотя наши герои не показали каких-то сверхъестественных результатов в умении интуитивно постигать новые языки, мы все же получили довольно объективные данные, что, наконец, позволило нам определиться с сильнейшим полиглотом на нашем проекте. Им стал 28-летний алма-атинец Амир Ардабаев. Мне очень приятно, что удалось с небольшим перевесом. Я все-таки хочу отметить, что разница в оценках все-таки небольшая. И мне кажется, оптимистичная мысль, которую можно вынести из этого эксперимента, это то, что увлеченность и энтузиазм, может быть, играют более определяющую роль, чем какие-то необъяснимые сверхспособности. На самом деле, до того, как я здесь оказался, я не мог поверить, что это вообще возможно, потому что какие-то 4 года назад я всего лишь открыл учебник по итальянскому, и я знал английский на уровне просто приветствия. И всего за 4 года для меня это действительно результат. И я своим примером хочу показать, что любой человек, у которого есть интерес, просто страсть к любому на самом деле делу, неважно, это изучение языков или что-либо другое, может достичь значительных результатов. Сколько еще пройдет времени, прежде чем ученые смогут точно сказать, кто же такие полиглоты? Люди с уникальными врожденными навыками или просто старательные и увлеченные натуры? Ответить крайне трудно. Однако очевидно, что мотивация в вопросе постижения языков играет далеко не последнюю роль. И это нам убедительно доказали герои нашей программы. Попробуйте и вы.